Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. В этом году мы отмечаем столетие ТАССР. Каким же этот день запомнился? В истории республики 21 января 1942 года – это самый холодный день в Казани. Градусники тогда показали минус 44. В это время шли ожесточенные бои за Москву. Морозы стали настоящим испытанием для немцев, и они начали отступать. В эти же дни эвакуированный в Казань профессор Игорь Курчатов предложил принципиально новую броню самолетов на основе изменения конструкции защитного слоя металла. Ну а мы вернемся в наше время. И вот что в центре событий сегодня. Язык мой, друг мой. Этим-то мы отличаемся, мы же Татарстан. Как государственные языки республики находят отражение в жизни, увидел Рамиль Шайдуллин. С чего начать, где найти кадры и как привлечь инвесторов? Послушайте мне буквально 10 минут, значит, я вам расскажу технологии. Они говорят, технологии не надо. В другом месте рассказывайте. С какими проблемами сталкивается бизнес? Узнал Салават Мухаммадулян. Безвыходная история. Проверила, уточнила у администратора, есть ли пожарная безопасность, есть ли запасные выходы. Изменится ли законодательство и как пермская трагедия отразится на хостелах Татарстана, выяснял Рамиль Галиулян. Мечеть и церковь из Татарстана в руках вологодских мастеров. То, что сделано руками этих мастеров, вот это и представляет интерес. Как идет реставрация объектов культурного наследия республики и успеют ли завершить работы в срок, знает Зарина Ахметова. Уличные указатели во всем Татарстане теперь оформлены на двух государственных языках – русском и татарском. Сегодня об этом доложили Алексею Песошину на заседании по вопросам исполнения закона о языках. И если здесь все выполнено на 100%, то по дорожным есть вопросы. Рамиль Шайдуллин с подробностями. Во втором полугодии мы видим достижение 100% показателя всеми муниципальными образованиями. За год все районы строго выполнили требования закона о языках, а именно оснастили все здания вывесками на русском и татарском. В пример ставят самую успешную работу Ютазинского, Чистопольского, Менделеевского и Актанышского районов. Вместе с тем проблемные вопросы еще остаются. Я считаю, что работу необходимо продолжить в том же ключе. По закону на двух языках должна быть и навигация, переведены дорожные указатели. Двуязычной должна быть пресса, такими же и документы. Обеспечиваем использование обоих государственных языков Республики Татарстан на всех публичных мероприятиях. Наглядный пример того, как два государственных и один международный язык работают сообща и уже давно воспринимается как одно целое. Это казанский общественный транспорт. Улица Мулланура Вахитова. Метро, автобусы и трамваи привычно объявляют на русском, татарском и английском. С прошлого года на два языка республики перешли поезда и информаты. Ну, конечно, удобно. У нас город приезжих, и, в принципе, это нормально. Меня даже это не удивляет. Возможно, приезжих удивляет, но этим-то мы отличаемся, мы же Татарстан. Поэтому и дорожные указатели чаще всего на русском и татарском, но не все. По данным Минстроя, двуязычных 67% знаков. Чтобы привести в норму все, нужно поменять 5000. По данным государственных заказчиков, предварительная потребность в объеме денежных средств на установку и замену всех знаков на территории республики составляет 191 миллион. Что же до международных объектов, то и здесь требования строги. Обязательны 3 языка, 2 государственных и английский, как международный. Рамиль Шайдуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Новый самолет Аэрофлота назовут в честь Мусы Джалиля. Об этом сегодня сообщил министр транспорта республики Ленар Сафин. С 2003-го в авиапарке уже появились самолеты Чкалов, Римский Корсаков, Гагарин, Менделеев и вот скоро Муса Джалиль. Кроме этого, сообщил министр транспорта, единственный субъект в Татарстане, где на железнодорожном вокзале играет музыка национального композитора, марш Салиха Сайдашева звучит по специальному соглашению с РЖД. Ни в одном субъекте такого нет. Это действительно исключительный случай.
Сегодня в Москве собралась рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию. В ней участвует Фарид Мухаммедшин, и сегодня он внес несколько предложений. Так, спикер парламента считает, что в новой редакции Конституции нужно усилить роль конституционных и уставных судов-субъектов, а также расширить финансовые возможности муниципалитетов. Еще он обратил внимание, что сейчас законодательные органы 6 субъектов называются Госсоветом, а в связи с тем, что у Российского Госсовета будет повышен статус, наименования региональных советов не могут содержать такое словосочетание, как у федерального органа. Следующее заседание рабочей группы пройдет в четверг, 23 января. Спикер татарстанского парламента вошел в топ-3 медиарейтинга среди своих коллег. Отчет за 2019 год подготовила Медиалогия. Эксперты оценили всех глав законодательных органов регионов России. Фарид Мухаммедшин занял 3-е место. Выше только глава Мосгордумы Алексей Шапошников и председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Сегодня Рустам Минниханов принимает участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе. Президент Татарстана посетил ряд тематических секций, где обсуждали вопросы цифровой экономики и энергетической сферы. Также Рустам Минниханов проводит переговоры с руководством ведущего независимого финансового института в Индии. Как продвигать свое дело, искать кадры и разбираться в бюрократии. О проблемах бизнеса сегодня говорили на деловом завтраке Торгово-промышленной палаты республики. Кто-то в поисках инвесторов, кто-то ищет заказчиков, а кому-то не хватает информации о поддержке. Это оборудование уже к запуску, однако у нас нет линии розлива. Нияз Хисметов в бизнесе больше 30 лет. Сейчас решил запустить производство напитков из зерна. Конечный продукт выглядит именно вот так. Это белково-витаминный напиток белого цвета. Его срок годности всего 7 суток. Сейчас попробуем на вкус. Если честно, я никогда не пробовал подобное что-то. Сейчас в день производят до 3000 тонн. Проектная мощность в 10 раз больше. Но чтобы на нее выйти, нужен инвестор. Только диалог, говорит бизнесмен, не получается. Прошу, послушайте меня буквально 10 минут. Значит, я вам расскажу технологии. Они говорят, технологии не надо. В другом месте рассказывайте. Значит, не зная технологий, как они собираются внедрить глубокую биологическую переработку, я вот это до сих пор удивлен. У Танзили Гатаулиной не было начального капитала. Она 17 лет проработала бухгалтером. В ноябре уже открыла свою компанию по оказанию услуг. Я встала на учет Центра занятости, и вот в ноябре нам выдали субсидии на развитие малого и среднего предпринимательства. А сколько обычно? 140 тысяч. Сейчас у обоих предпринимателей стоит вопрос с продвижением. Как раз о проблемах бизнеса говорили сегодня на деловом завтраке Торгово-промышленной палаты. Сложность проблем с банковскими кредитами, контрольно-надзорные органы, подготовка кадров и прочее. Задача повернуть вот это дело больше к производству, больше к реальному доходу населения. Сейчас в среде предпринимателей активно обсуждают предложения Владимира Путина с его послания. Налоговая стабильность, поддержка стартапов, инвестиции и изменения закона об экономических преступлениях. Предприниматели все это оценили. На самом-то деле довольно-таки кардинальные были предложения, и мне очень интересно, как это будет реализовываться в этом году. Самое главное, чтобы я точно знала, что налоговые платежи в ближайшее время не изменятся. Нет, наверное, какой-то информационной работы среди предпринимателей. Я, например, не знаю о многих грантах, каких-то там программ поддержки. Решить эту проблему как раз помогают такие встречи. Плюс предприниматели обсудили сегодня инструменты маркетинга, логистики бизнеса и привлечения субсидий. Салават Ухмадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Закрыть нельзя оставить. В России могут запретить хостелы в подвалах после трагедии в Перми. Напомним, ЧП произошло в ночь с 19 на 20 января. Предположительно, инцидент случился из-за прорыва трубы. Погибли 5 человек, еще 3 пострадали. Как изменения могут отразиться на рынке гостевого жилья, расскажет Рамиль Галиуллин. Случай в Перми, к сожалению, некоторых людей заставил обеспокоиться. Звонят, а в голосах чувствуется страх. По словам администратора казанского хостела, ЧП в Перми насторожило многих. Заволновались и родственники Екатерины Булейко. Девушка приехала из Омска на учебу. Признается, к выбору жилья подходит ответственно. Когда первый раз приезжала сюда, проверила, уточнила у администратора, есть ли пожарная безопасность, есть ли запасные выходы. Убедилась. Поэтому никакой тревоги даже у меня не возникло. Пожарная сигнализация во всем хостеле стоит.
полностью автоматическая, плюс есть пожарный выход. Отдельный вход, система пожарной безопасности, сигнализация. Это только часть требований к хостелам. Директор одного из мини-отелей Виталий Литвинов говорит, проверки проводятся ежегодно. Пожарная безопасность, Роспотребнадзор. В июле 2019 года, как раз перед открытием, мы прошли все проверки и получили, то есть, обновленную лицензию до 2022 года. Хостелы появились в Казани 7 лет назад. Тогда столица принимала универсиаду, потом мировые футбольные первенства и, соответственно, миллионов туристов. Для многих хостел – бюджетный вариант жилья. Сегодня в столице республики больше 120 таких мини-отелей. Одно место от 350 рублей, что почти в 5 раз дешевле, чем в любой гостинице. Последние изменения в закон внесли в октябре прошлого года. Тогда хостел запретили в жилых помещениях. После трагедии в Перми, где в результате прорыва трубы отопления погибли 5 человек, заговорили о новых изменениях. Совет Федерации хочет запретить размещение в подвалах домов. Мы решили узнать у депутатов, стоит ли менять закон. Действующим законодательством, нормативным документом мер достаточно, просто не осуществлялись меры контроля. То, что в подвалах сегодня нельзя массовое скопление людей, мы уже не первый раз знаем. В той же Перми тоже в подвале же сгорели клуб. Поэтому в подвалах такие вещи допускать, я считаю, нельзя. Количество туристов в Казани за последний год приблизилось к 4 миллионам. Но пермская трагедия заставила задуматься не только о гостеприимстве, но и о безопасности. Сегодня мы объездили 5 хостелов, и ни один из них не был подвальным. Но если такие есть и новый закон примут, то им придется закрыться. Рамиль Галиуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Врачи, работники бюджетных предприятий и дети-сироты сегодня получили ключи от новых квартир. В Челнах заселили новый дом по программе «Социальная ипотека», причем сдали на 3 месяца раньше. 10 этажей, 7 подъездов, общая жилая площадь квартир 16,5 тысяч квадратных метров. Семья Бубаракшиных ждала своей очереди долгие 7 лет. Все эти годы они жили вместе с родителями. Теперь начинают обустраивать свою собственную жилплощадь. Это самая удачная планировка у застройщика. Это большой зал для приема гостей. Это большая кухня для хозяйки нашей. Большая ванная для той же, допустим, удобства и комфорта, чтобы можно было поставить стиралку. Эта новостройка сдана по программе «Социальная ипотека». Она 5-я по счету в этом микрорайоне. Пусть та квартира, которую вы сегодня получаете, принесет вам счастье, любовь. Пусть в этих квартирах царит детский смех. Пусть этого смеха будет больше. Чтобы обеспечить жилые дома микрорайона инженерными коммуникациями, Госжилфонд за счет собственных средств построил все сети. Дом застройщик сдал на 3 месяца раньше срока. Должен был дом быть закончен в марте только месяце, но вот благодаря всем тем людям, которые работали на этой стройке, отдавали себя, не считаясь ни с выходными, ни проходными днями, вкладывали для того, чтобы развивалось. Всего в 63-м комплексе планируется построить 17 домов на 3,5 тысячи квартир. Сейчас в микрорайоне ведется строительство еще 2 соципотечных домов. Их планируют сдать в конце 2020 года. Ленар Геннадулин, Константин Величко, ТНВ, Набережные Челны. Когда старый дороже нового, вологодские мастера продолжают реставрацию мечети XIX века из Рыбно-Слободского района и церкви XVIII века из Камско-Устинского. Уже к столетию ТССР один из объектов планируют вернуть в Татарстан. Как кузнецы, плотники и столяры восстанавливают часть истории, увидела Зарина Ахметова. Вместо современной бензопилы и инструментов обыкновенный топор. В этой работе Александр Попов доверяет только ему. Старинную мечеть 1879 года мастер восстанавливает по технологии ее же создателей, чтобы через сотни лет следующее поколение могло увидеть, каким был храм сразу после постройки. В 21 веке бензопилой сделать, извините меня, там кижи проблем никаких не составляет. Но смотреть не на что будет. А вот то, что сделано руками этих мастеров, вот это и представляет интерес. Вот так со слезами на глазах мечеть провожали на родине, в деревне Большая Елга. За свою жизнь здание повидало многое, но в последние годы сторожил начал сдавать. Тогда и решили по бревнышку передать постройки в руки мастерам. И вот эта вот новая обработка инструментом топором, видите? У Александра Попова десятки лет опыта, более 100 восстановленных деревянных построек, в том числе церковь 15 века. Но вот мечеть в практике первая. Сегодня вместе с ним над реставрацией объекта трудится около десятка мастеров. Сложнее всего далось восстановление михраба.
А все тонкости начинаются, когда начинается кровля. Вот минарет, необычная конструкция минарета, внутри минарета винтовая деревянная лестница, вот, стропильные конструкции, которые зажимают этот минарет. Для гидроизоляции кровли и фундамента специально заготовили бересту, а натуральный мох послужит утеплителем. Элементы для мечети, для обшивки, вот уже упакованные, покрашены, сделаны. Половина работы уже выполнена, осталось восстановить минарет. Параллельно с мечетью из Рыбнослободского района вологодские мастера реставрируют Михайло-Архангельскую церковь XVIII века из Камска-Устинского по той же технологии. Важным остается этот процесс не останавливать. Уже готовы столярные изделия и по церкви. Работают и кузнецы, и плотники, и столяры. И организован правильный производственный процесс. Реставрация церкви еще продолжается. В Большие Кляри объект культурного наследия вернется не раньше следующего года. А вот мечеть привезут в республику к столетию ТАССР. Сейчас решают вопрос с отоплением и устройством двойных полов, чтобы и зимой она согревала прихожан. Зарина Ахметова, Алексей Угаров, Альфред Камилевский, ТНВ, Вологодская область. К другим темам. Герою следующего сюжета очень нужна ваша помощь. У Марата Сайдашева из Казани редкое, неизлечимое заболевание. Надежда на улучшение все же есть. Благодаря вам семья Сайдашевых смогла приобрести лекарства из Америки, и сейчас они снова просят о помощи. Вот это непосредственно лекарство, которое приезжает из США, вот и мы его пьем. 2 месяца приема лекарств, и уже есть улучшение. Благодаря неравнодушным зрителям Марат Сайдашев смог приобрести медикаменты на полгода. Какие-то результаты получаются, когда при долгом систематическом употреблении. Улучшение начинается после 6 месяцев, после 7 месяцев. Ну, плюс папа замечает, что у него сейчас начинает, окрепла шея. Вот. И, в принципе, нужно время. Диагноз Марата Сайдашева – БАС – болезнь моторных нейронов. До конца неизлечимое заболевание постепенно парализует организм. За год мужчина похудел на 35 килограммов, потерял речь и теперь может есть только через трубку. В октябре Марат еще мог двигаться, заниматься на тренажере, но болезнь прогрессирует. Рука более-менее двигалась, но сейчас она уже вообще не двигается. До этого он еще и ходил сам. Мы его и в туалет провожали. Ходил почти без посторонней помощи с палочкой. Сейчас он палочку уже вообще не использует, потому что он не может ходить самостоятельно. Марату Сайдашеву 44. Еще пару лет назад он был вот таким здоровым и счастливым. Работал, взял ипотеку. Сейчас все деньги семьи уходят на кредиты и лекарства. Сайдашевы не сдаются и просят помочь собрать сумму в 100 тысяч рублей добрых людей. Реквизиты на экране. Для них это единственная надежда. Лечение необходимо сейчас. Не проходите мимо. Вероника Гайнудинова, Владимир Ларионов, ТНВ, Казань. Не считает себя героем Рустам Калимуллин из Набережных Челнов. Он спас онкобольного из соседнего Кирова. Читайте об этом подробнее в интернет-газете «Реальное время». Армрейслинг, бокс, баскетбол, художественная гимнастика. Более 20 видов спорта войдут в программу игр СНГ-2020. Стартуют они в Казани уже в августе этого года. С инициативой их проведения выступил Владимир Путин. Игры пройдут впервые и соберут в столице Татарстана 2500 спортсменов из 11 союзных государств. Запускаем конкурс. Конкурс по символике игр, логотип, талисман, стилеобразующие элементы. И под всероссийские мероприятия Urban Games, и под игры стран СНГ. Мокрый снег и сильная гололедица. Завтра в республике прогнозируют ухудшение погоды, местами гололед и метель с сильным ветром. На дорогах снежная каша, ночью осадки, преимущественно в виде мокрого снега. МЧС рекомендует пешеходам передвигаться аккуратно, надеть нескользящую обувь и стараться держаться за поручни. Водителям выбирать безопасную скорость движения. Далее подробнее о погоде, а я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам доброго. Автомобиль. Обменяйте свой автомобиль на новую «Лада» с выгодой до 155 тысяч 90 рублей. Особые условия на автомобиле «Лада» с ПТС 2019 года. Канавто 512 12 12. Жизнь ускоряет бег. Много проблем, заботы, но в суете должен знать человек. Здоровье важнее работы. Ливадия в Казани вам двери открывает. На отдых приезжайте в наш райский
Ливадия, Казань. Республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан-2020». Финал 24 января в КРК «Пирамида». Начало в 19:00. Подробности на сайте kassir.ru. Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь. Здравствуйте! В ближайшие несколько минут поговорим о погоде в республике. А в начале выпуска полезная информация. Давно мечтаете о новом шкаф-купе? Хотите качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Тогда звоните в Данил Мастер 2 167 166. Адрес Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, в синоптической ситуации ожидаются изменения. В среду в первой половине дня будет тепло, пройдут небольшие осадки, а во второй половине ожидается небольшое похолодание. На юго-востоке республики будет слабоморозно, -2, без существенных осадков. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге пасмурная погода около нуля. На севере Татарстана, Багрызе, Менделеевске, Актаныше облачная погода сохраняется. Осадков станет меньше, температурный фон держится на отметке 0 градусов. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси небольшой снег, также около нуля. На юго-западе днем +1, к вечеру немного подморозит, на дорогах гололедица, будьте аккуратней. В центральных районах республики, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше выпадет небольшой снег, будет также пасмурно. В четверг ожидается слабоморозная погода без существенных осадков. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Самые грозные заболевания опорно-двигательного аппарата доктор Ост лечит так, как не умеют нигде. Забыть о боли в спине и суставах помогают умные машины, способные заменить и лекарства, и протезы, и даже скальпель хирурга. Роботы могут справиться со сколиозами, грыжами и протрузиями, артрозами и невралгиями. Болевой синдром обычно уходит уже в течение первой процедуры. Чтобы боль не вернулась, тренируются мышцы, суставы и связки. Передовая технология доступна исключительно в «Доктор Ост» в Казани. Мечты сбываются. Своя квартира от 2,5 миллионов рублей. Жилой комплекс «Грин» от ЮЭТ. 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе Казани. Звоните 233 0303. Жилой комплекс «Грин» от финского застройщика. 10 минут от проспекта Победы в Советском районе. Хорошая экология и чистый воздух. Квартиры от 2,5 миллионов. Звоните в ЮЭТ 233 0303. В Казани будет облачно, пройдет небольшой снег. Ночью около нуля, днем 2 градуса тепла. Во второй половине дня станет прохладнее. Ветер западный умеренный до сильного. Атмосферное давление понизится в 734 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха по-прежнему высокая, 89%. Магнитное поле неустойчивое, берегите себя. На дорогах по-прежнему сохраняется гололедица. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.